самое важное и интересное за эту неделю. Поторопитесь, 30 сентября завершается прием заявлений на выплаты для детей. Профориентация в деле, как решить, кем хочешь быть. Боны на реке в Ухте отработали действия при нефтеразливе. И первое в новом составе Совет муниципалитета приступил к работе. Смотрите прямо сейчас. Пенсионный фонд России по Ухте напоминает о скором окончании приема заявлений на так называемые детские президентские выплаты. Подать их необходимо до 30 сентября. Семьи с детьми, рожденными с 1 апреля 2017 года по 30 июня текущего года, имеют право получить 5000 рублей за апрель, май и июнь. Семьи с детьми от 3 до 16 лет получают единовременную выплату в размере 10 тысяч за каждого ребенка. Но есть возможность получить и обе выплаты. Семьи с детьми, которым исполнилось 3 года в июле, в августе или в сентябре 2020 года, а также до 30 сентября, которым уже еще исполнится, могут претендовать на 2 выплаты. На ежемесячную выплату в размере 5000 рублей от 0 до 3 лет и на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от 3 до 16 лет. Заявление на единовременную выплату от 3 до 16 лет необходимо подать уже сейчас, не дожидаясь 30 сентября 2020 года. Заявления принимаются через портал госуслуг, а также в многофункциональных центрах и клиентской службе пенсионного фонда с одним «но», только по предварительной записи. Отдельно хочется напомнить, что при заполнении данных следует быть особо внимательными. Неоднократно в выплатах было отказано в связи с ошибками в данных. На сегодняшний день Ухтенское отделение пенсионного фонда оповестило уже 98% семей, которые претендуют на выплаты. Но, несмотря на это, заявления подали не все. Всего же в регионе меру соцподдержки получили 137,5 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет, а ежемесячная выплата в размере 5 тысяч перечислена на 25 175 детей. Помимо этого, все они получили еще по 10 тысяч единоразово. За этой доп. Выплатой отдельно обращаться не нужно, ее перевели автоматически всем, кто ранее заполнил заявление. Учебный год только начался, школьникам уже напоминают о необходимости определяться с профессией. И нет, это не рано. Мир развивается стремительно, время, особенно в старших классах, проходит быстро. До февраля 11-классникам уже надо выбрать перечень экзаменов, необходимых для поступления. Но что делать, если подросток еще не решил, кем он хочет стать, когда вырастет? В первую очередь стоит заглянуть в сборники ТОП-50 и ТОП-500 профессий, которые будут актуальны в ближайшие десятилетия. А после обратиться к специалисту, школьному психологу, который проведет тестирование по специальным профориентационным программам. Порядка 5-6 и до 10 программ, которые сегодня позволят определить уже с малой погрешностью выбор будущей профессии. И мы вот как раз-таки 19 августа в городе уже презентовали эти программы. В рамках проекта «Народный бюджет» мы получили возможность закупить эти программы, и порядка 2000 тестов наши дети смогут пройти бесплатно, абсолютно бесплатно. Но вообще с этим лучше не затягивать. В Ухте профориентационная работа ведется с детского сада. Оптимальным же возрастом для выбора направления педагоги считают 13 лет. С 7 класса уже можно начинать выбирать профессию на перспективу. Это классический вариант профориентации. Но сегодня нужно говорить и о том, что в стремительно развивающемся мире есть и другой подход к выбору будущей специальности. Это выбор профессии на какой-то, возможно, промежуток времени. Да? Как бы это ни звучало сегодня, может быть, непривычно для нас, но такие ситуации очень часто бывают, когда ребенок пробует себя. С точки зрения психологического сопровождения ребенка мы это должны донести до него. Если ты ошибся в выборе профессии, это не страшно. У тебя еще впереди вся жизнь для того, чтобы этот выбор изменить свою собственную жизнь и двигаться дальше вперед более уверенно. К слову, с этим могут столкнуться
столкнутся не только выпускники школ, но и более взрослое население. Если вы чувствуете, что готовы поменять профессию или работаете не в той сфере, в которой хотите, тоже можете пройти ряд профориентационных тестов. В этом вам поможет профориентационный центр, расположенный на базе 3-й школы. В Ухте отработали муниципальный этап общефедеральных учений. Связана эта масштабная тренировка с последствиями техногенной катастрофы в Норильске. 23 сентября везде, где есть объекты, работа которых напрямую связана с нефтью, проводится отработка определенных водных. Начинается все с вызова в единую диспетчерскую. Легенда нефтеразлив на реке Ухта. На территории МАГА Ухта отрабатывается полученное сегодня утром вводное об условном разливе нефтепродуктов на одном из технологических продуктопроводов НШПП «Яриганефть». Этот продуктопровод идет по реке Ухта, поэтому отрабатывается ликвидация нефтеразлива с попаданием на водный объект. Значит, получено вводное о том, что в 9 утра на трубопроводе произошла разгерметизация, условный у нас разлив нефти достаточно большого объема. Объем 15,2 тонны нефтепродуктов. Задача предприятия совместно со службами быстрого реагирования, спасателями, пожарными локализовать утечку, не дать уйти нефтяному пятну дальше из реки Ухты в реку Ижму. Так что первый этап тренировки – установка боновых заграждений. Их растягивают по ширине всей реки при помощи катера с запасом для достаточно сильного течения. Задача бонов – удержать нефтепродукт. Вообще при реальной утечке их может быть несколько. Такие растяжки ставят до тех пор, пока нефть не перестает через них просачиваться. На данной тренировке было установлено 2 рубежа. Сегодня у нас задействовано на командно-штабных учениях 32 человека. Из них 4 человека инженерно-технического персонала. Также 9 единиц техники задействовано. Это вот это место само, где мы устанавливаем боновые заграждения. Выше по течению на подводном переходе у нас идет сейчас ликвидация условного выхода, разгерметизация трубопровода. Дальше по технологии пойманную бонами нефть соберут специальной установкой во временный резервуар. Оттуда ее откачают и нефтецистернами отвезут на место хранения. Все вышеперечисленное нужно сделать максимально быстро, чтобы не пострадала флора и фауна. Да и у каждых учений есть свой норматив. На воде оно составляет 4 часа, поэтому динамичность данных учений надо уложиться в определенные нормативы, чтобы соответствовать тем аттестациям, которые имеют подразделения. Подразделение НШУ «Яриганефть» оно аттестовано на данный вид работ. Как отмечают в МЧС, по оснащенности подразделение предприятия соответствует предъявляемым требованиям. Практические занятия также показывают, что и в поле работают достаточно слаженно. Будем надеяться, что отработанные умения им не понадобятся. Но хорошие результаты проверки не могут не радовать. Напомним, в 2016 году с нефтяного предприятия в реку Ухта через ручей Малый Войвож была зафиксирована утечка нефти, содержащей жидкости. По мнению некоторых экологов-активистов, последствия той аварии до сих пор не ликвидированы до конца. В отделе патриотического воспитания появился новый формат просмотра образовательных фильмов. Тут установили передвижной планетарий. На первый взгляд это обычная надувная палатка. Но на самом деле это особенно уютное место для просмотра фильмов для детей всех возрастов. Сотрудники Центра творчества написали проект, выиграли грант. А теперь мобильный планетарий путешествует по Ухте. Это такой формат интерактивного образования. Детям от садика до 11 классов показывают научные фильмы. В планетарии можно погрузиться в подводный мир, в мир космоса, посмотреть какие-то научные фильмы. Или, как сегодня, будет фильм патриотический, рассказ танкиста. Схема работы проста. Внутри стоит проектор и искругленное зеркало, которое проецирует изображение на купол. При просмотре юные зрители могут удобно разместиться на мягких пуфиках,
что делает процесс не только обучающим, но еще и комфортным. По словам куратора, первые посетители планетария уже отзываются о новом формате положительно. Мобильный кинозал уже был в нескольких детских садах. Теперь он размещается в отделе патриотического воспитания на Плеснином. По номеру телефона 74 68 89 можно записаться на групповой просмотр научно-популярных фильмов в зависимости от возраста группы. Планетарий вмещает до 15 человек. 24 сентября прошло первое заседание 6-го созыва муниципального совета. Напомним, новый состав депутатского корпуса был сформирован после выборов 13 сентября. Повесткой первого заседания стал выбор даты для следующего, а также выбор нового председателя. Но пока эта должность была вакантной, открывать первую депутатскую встречу предложили самому старшему народному избраннику Александру Загорскому. У нас избралось 25, один ушел 24. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%. Сегодня у нас присутствует 21 депутат. Поэтому предлагаю первое заседание Совета муниципального образования городского округа Ухта 6-го созыва считать правомочным и объявляю его открытым. Действительно, один мандат таки остался вакантным. По результатам выборов он достался Вячеславу Завальневу, который также прошел и в Госсовет. Но несмотря на неполный состав, депутатский корпус все же начал работу. Первой общей задачей для него стал выбор при помощи тайного голосования председателя Совета. В предыдущем созыве его возглавлял Григорий Коненков, который не участвовал в выборах 2020 года. На свободное кресло, к слову, в новом депутатском корпусе очереди не оказалось. Единственной кандидатурой стал Аристарх Анисимов, который вошел в состав Совета уже 3-й раз. Перед избранием он произнес пламенную речь, в которой назвал председателя Совета рабочей лошадкой, которая работает на нужды и чаяния округов. И, соответственно, я всегда говорил, в предыдущие созывы, когда мы работали, я депутатом являюсь уже 3-й созыв, я убежден, что председатель – это не старший, не главное, это просто человек, который должен помогать всем депутатам решать проблемы округов. И помимо своего округа у председателя есть еще 24 округа. По результатам тайного голосования за депутата Анисимова в качестве председателя Совета отдали голос 18 народных избранников. Еще 3 проголосовали против всех. В следующий раз, когда депутаты соберутся снова вместе, Аристарх Анисимов уже будет в должности. Второе заседание назначено на 13 октября.